Как уберечь себя и своих родных от заболеваний гриппа и ОРВИ? Этим вопросом с наступлением холодов задаются, пожалуй, многие. Врачи советуют не заниматься самолечением и с первыми симптомами обращаться к специалистам, пройти своевременную вакцинацию. О мерах профилактики сюжет Тамары Хашагульговой. Традиционной эпидемии гриппа в стране пока нет, но в некоторых регионах все-таки возникают вспышки этой инфекции. Сезонное нашествие ОРВИ и прочих простудных заболеваний для россиян – дело привычное. По статистике, в России гриппом заболевают ежегодно 8 миллионов человек. Грипп – это инфекционное заболевание, которое имеет вирусную этиологию. Также грипп может дать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. В основном признаки гриппа – это повышение температуры тела, чихание, заложенность носа, кашель. В последующем уже состояние, если неправильно ведется тактика лечения, может осложниться вплоть до пневмонии, бронхитов. По статистике, вирус гриппа унес больше жизней, чем все войны, которые были за последние 100 с лишним лет. И сегодня почти невозможно найти человека, который хоть раз не переболел этой болезнью. Залина Евкурова привыкла лечиться народными средствами, однако в этот раз они не помогли. Осложнения лекарства, значит, всякие там уколы, мягкие, Благодаря интернету сейчас все стали разбираться немного в медицине. Однако самолечение при гриппе недопустимо, говорят врачи. Именно специалист должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Температура бывает? Температуру мокрый так. Вирусное что-нибудь принимали? Ничего не принимали. А главным способом борьбы с этим недугом во все времена была и остается профилактика. После вакцинации иммунитет против тяжелого заболевания составляет 95%. грипп в данный момент Очень важно не забывать о том, что наше настроение тоже играет важную роль. Нельзя поддаваться панике. А пока с уверенностью можно сказать, что в нашей республике тревогу бить рано, хотя осторожность никому еще не навредила. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.